Николь Джинджоля 11 лет. Николь талантливая, самостоятельная девочка. Она любит спорт, танцы, вышивать, рисовать и лепить. С первых дней жизни девочка ведет борьбу с болезнью, сражается за каждый новый день, каждый новый вдох. Несмотря на свой возраст, она уже знает, какие ей нужны лекарства и в какое время их принимать. Просыпаюсь, потом делаю разные ингаляции, играю, пишу. Вот. Потом смотрю телевизор и гуляю. Я сама не забываю пить и редко, когда мама подсказывает. Я уже привыкла. Сразу после рождения у Николь никаких отклонений от нормы обнаружено не было. Казалось бы, вот оно счастье. Белокурое чудо появилось на свет, третий и очень желанный ребенок в семье. Однако на третий день врачи обнаружили у ребенка кишечную непроходимость, и девочка была сразу же прооперирована. Маленькой Николь не становилось лучше, и врачами было принято решение о повторной операции, после которой кишечник крохи был восстановлен. И она начала получать нормальное питание, прибавлять в весе. Казалось, справились с одной бедой, так вслед за ней пришла другая, новая. Девочка стала кашлять. Кашель с каждым днем усиливался. Она дышала с трудом с помощью многократных ингаляций. На следующий день сдали анализы в лабораторию на муковисцидоз. Диагноз подтвердился. Нам надо пройти курс обследования. Из тех препаратов, что мы делаем, надо что-то убрать, надо что-то новое добавить, потому что у нас каждое утро и каждый вечер появился приступ кашля. И помимо этого помимо приступа кашля, у нее еще и рвота. Она начала вырывать. Каждое утро у нас идут ингаляции по вечерам, а днем у нас идет физиотерапия. А помимо этого она еще получает очень много ферментов, витамины, лекарства. Есть такие препараты, которые очень дорого стоят, и мы не можем их приобрести. Это месяц одна упаковка обходится около 350 тысяч рублей. А помимо этого? А помимо этого 25 тысяч. 25. Это ежемесячно. В одно время помогали мне ребята из Министерства экономики. Мы его получали полгода. А после этого нам приобрели этот препарат в Израиле. А в данный момент мы его не получаем. С тех пор родители делают все, чтобы их дочь чувствовала себя хорошо. Сегодня жизнь Николь – это частые походы к врачам, ежедневное лечение ферментами, курс антибиотиков, проведение ингаляционных процедур, прием специальной пищи. Муковисцидоз или кистозный фиброз – самое распространенное из наследственных генетических заболеваний, которое поражает в основном легкие и пищеварительную систему. В настоящее время существует комплексная терапия для эффективного лечения муковисцидоза, но жизненно важно для пациента проводить ее регулярно. Сейчас девочке необходимо пройти лечение в медицинском центре Шаари Цедек в Израиле. Как нам всем уже известно, благодаря фонду Ашана нам легко удается собрать любую сумму денег и помочь тяжело больным детям. В данном случае мы должны объединиться и помочь Николь Джинджоле для того, чтобы пройти курс лечения в Израиле. Это небольшая сумма, 222 тысячи рублей, которая вполне реально для сбора. Я обращаюсь ко всем жителям нашей страны и все, кто может помочь, оказать посильную помощь и быстренько закрыть сбор, чтобы ребенок жил счастливо, свободно и здоровым. Самый легкий и доступный способ помочь Николь Джинджоле – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Шазина Ханагуа, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.